على سيدنا محمد الذي تنحل به الارض وتنفذ به التراب والله في الحوائج والامم في روائده وحسن الخواتم واستسقى عن بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بغير كل معصيه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله ولا اله الا الله. صدق رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Вся хвала Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля за то, что даровал нам дожить до этого прекрасного дня, за то, что даровал нам жизнь, альхамдулиллах, даровал нам руки, ноги, даровал нам возможности прийти до вас Всевышнего Аллаха, дабы помянуть имя Всевышнего Аллаха, ради Аллаха Субхану ва Тааля, отбросить все свои дела, альхамдулиллах, вся хвала Аллаху Субхану ва Тааля за эти возможности. Вся хвала Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля принадлежит все величие только Аллаху Субхану ва Тааля. Мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, его семье, его сподвижникам, асхабам, сахабам, всем пророкам алейхи салям. Кого Аллах наставляет на истинный путь, того же никто не ведет в заблуждение. А кого Аллах Субхану ва Тааля ведет в заблуждение, того же никто не наставит на истинный прямой путь. Альхамдулиллах. Хочу сегодня маленько рассказать, вкратце, иншаллах, про Коран, чтобы мы должны брать, воплощать Коран в нашу жизнь. Маленько рассказать о качестве хафиза, который был, какие они должны быть, альхамдулиллах. Ведь мало выучить Коран наизусть. Как некоторые ученые говорили, надо жить Кораном. Как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, он был Кораном, да, его раз называл Коран, передается от Ибн Умара, передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: можно завидовать только двум людям. Можно завидовать только двум людям. Один – это тот, кому Аллах дал знание Корана. И этот человек днем и ночью занят Кораном и поступает согласно ему. То есть не просто читает Коран, в которых содержатся повеления, в которых содержатся запреты, но еще выполняет, требует, что Всевышний Аллах от нас, это он выполняет в жизни. Не просто на словах, именно живет по Корану. Второй – это тот, кому Аллах даровал богатство. Богатство, и он днем и ночью занят тем, что тратит его на благом пути. Хадис передается муслима, то есть достоверный хадис, алхамдулиллах. То есть второй человек, да, второй человек – это богатый человек, который Аллах субхану ва тааля дал в этом мире богатство, и он тратит его на пути Аллаха субхану ва тааля. То есть только на себя, да, помогает в строительстве мечети, иншаллах, физически, финансово, то есть двух человек из благословения Аллаха. Далее хадис приходит Муаз аль-Хаким, радиаллаху
отцу и матери человека, который читает Коран и постигает соответствие с ним, поступает, в судный день наденут корону, говорится. Свет этой короны прекраснее света солнца, говорит. Представьте, солнце как светит. Еще прекраснее свет будет, нур такой излучает. Которое, если бы оно было у вас, поместили бы в одном из домов этого мира, говорит, то есть полностью бы осветило бы этот нур. И в таком случае можете представить, каким будет положение самого человека, который поступал в соответствии с Кораном. То есть именно об этом если говорить. Не просто читает Коран, но и живет согласно с Кораном. В комментарии говорится про Коран, что читая Коран и стараясь понять его смысл, надо преследовать цели и применять эти знания, которые содержатся в Коране, во всех жизненных обстоятельствах. То есть, допустим, смотреть на любое решение через призму шариата, через призму Корана и сунны посланника Аллаха. Какое-то решение принимаете, это халяль или харам. Сразу взвешиваете и смотрите сначала. В священных аятах говорится, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, это Коран, благословенное Писание, мы не спаслали ему тебе у посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы люди размышляли над его аятами. А умные запомнили бы как наставление, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Короткий аят, а суть какой значимости. Далее также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, воистину те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют на богоугодные дела, то есть на пути Аллаха, тайно и явно из того, что мы дали ему делать. Уповая, говорит, на верную и надежную сделку. То есть в этом аяте говорит Аллах Субхану ва Тааля, те, кто тратит ради Аллаха Субхану ва Тааля то, что даровал Аллах. Как следует из аята читать книгу Аллаха, стараясь постичь ее смысл? Надо брать из нее наставления братьям. Вот как раньше ученые, сподвижники, они не сразу весь Коран учили, они, допустим, часть Корана выучили, пока не следуют вот по этим аятам, в жизни, пока они не будут это применять, они дальше не шли. То есть они вот именно через себя опускали эти аяты. Тот человек, который читает Коран и понимает его смысл, размышляя о благих вестях и предостережениях, у его ясных аятах их толкования превращается в повиновение, удаляется от запретного Корана, то есть человек удаляется от запретного. И по этой причине шайтан прилагает огромные усилия, чтобы отвратить людей от Корана. Поэтому Всевышний Аллах приказывает нам прибегать к его имени. Когда мы всегда говорим и читаем Коран, именно с такими словами мы должны начинать чтение Корана. Далее, в каком состоянии впадает шайтан, когда люди поступают согласно предписанию Корана? На это посланник Аллаха саллаллаху объясняет на таком примере. Когда сын Адама читает аят саджда, склоняется в земном поклоне, когда на поклоне идет, читает, шайтан с плачем уходит, говоря, горе мне, сыну Адаму было повелено склониться в земном поклоне, и он склонился, говорит, ему воздастся ранее. Мне тоже было приказано склониться, говорит, в земном поклоне, но я воспротивился, и мне приготовлен ад. Мне приготовлен огонь, говорится в этом хадисе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть шайтан плачет в этот момент. Когда мы намаз читаем, нас идет, ему так тошно становится, потому что он жалеет, вот такое состояние. И самое трудное состоит в том, что, чтобы, когда читаем Коран, суметь преодолеть сопротивление своего нафса. То есть на автомате, чтобы не было, вот 90% молящихся, иногда бывает, что не заметил, даже как мы сколько ракатов посчитаем. То есть настолько суета или еще торопишься, когда бывает. Вот мало искренности. Из всех намазов искренности мало бывает. Иншаллах, надо стараться, вот именно здесь говорится, сопротивляться нафсу.
Это как память сопротивляться насу, да? Стараться вот эту искренность достать. Ну, иншаллах, когда идем даже на поклон, полностью предаться Аллаху Субхану. То есть мы должны понимать, что на нас Аллах смотрит. Именно в таком вот состоянии, да? Сопротивление своего нafsa, и шайтан тоже может научить. И поступать, говорит, согласно его предписаниям. Собственно, если человек не живет Кораном, он просто, да, не живет Кораном, то как бы хорошо он не знал наизусть книгу Аллаха Субхану ва Тааля, он не считается хафизом. Есть люди, которые полностью Коран знают, но не живут в соответствии с Кораном. Абу Умар так описывает качество хафиза. Какие качества говорится? Истинный хафиз тот, кто знает законы, ахкам Корана, дозволенное халяль, запретное харам, и в нем руководствуется в жизни, говорит, его содержание. Такое высказывание приходит от ученых. Именно вот это в Курдове приходит, в городе. А Абдуллах бин Масуд также говорил, указывая, что истинным хафизом может считаться только тот, кто живет по Корану. По Корану. И он указал такие признаки. Когда, говорит, люди засыпают, вот ночью, да, засыпают люди, он встает ночами и совершает поклонение. То есть дополнительный тахаджуд намаз читает. Когда люди вкушают пищу, он постится. Хафиз, да, постоянно находится в постели. Когда люди развлекаются, смеются, веселятся, да, он что делает? Он горюет, говорит, думая о том, каково его будет положение. Смотря на людей, когда смеются. То есть он себя ставит на и размышляет. Субханаллах. Далее, какие признаки? Когда люди смеются, он плачет, осознавая свою неспособность быть истинным рабом Аллаха. То есть он понимает свою ничтожность, даже он не может так возблагодарить Аллаху, как бы хотелось. И когда люди разговаривают между собой, он молчит все время. То есть он в таком состоянии, да, размышляющим находится. Когда люди горды, ну гордость, да, когда, допустим, бывает какая-то гордость, капля даже гордости бывает, он говорит скромен, он не поднимает голову, он спокойно уходит с этого места, да, он скромен. Человек, выучивший вот наизусть Кур'ан, должен быть плакать, когда читает аяты. Второе, говорит, быть печальным, состояние таком вот печальном состоянии, спокойным, не знающим должен быть. Быть погруженным в размышления, это как молчание, да, то есть больше молчать, чем говорить, только понадобится. Далее, говорят ученые, хранитель хафиза Корана должен избегать, первое, жестокосердечия. То есть жестоким не нужно. Посмотреть, что бы сделал посланник Аллаха в этой ситуации, да, допустим, два брата там из-за чего-то не поделили, да, начинают там кулаками махать, и а что бы, он может так представить, а что бы сделал посланник Аллаха на этом месте? Как бы он поступил? Второе, говорит, невежество. Он должен избегать невежества. Третье, самовосхваление. Самовосхваление. Бывает в сердце, да, там, шайтан начинает получать, ты Кур'ан учил, а потом когда голос появился такой, приходит, и такой. Это самовосхваление не должно быть. Он читает Кур'ан, не плачет, размышляет. И четвертое, вспыльчивость, да, вспыльчивость за каждой причину можно там сказать что-то. То есть вот эти четыре момента выделили. На самом деле признаков много, но вот именно четыре выделено приходят в книге.